Оргкомитет международного многодневного ультрамарафона «Транс-Урал» принял решение все-таки отказаться от проведения 5-го полярного этапа. Он мог пройти на территории двух регионов – нашего и Ямало-Ненецкого уже в следующем году. Но не устроило отсутствие элементарных комфортабельных условий для приема больших групп спортсменов. Поэтому следующий «Транс-Урал» снова начнется с Южного Урала, это Башкирия, а через 4 года достигнет Интинского района. В то же время принято решение о ежегодном массовом забеге на самую высокую точку Урала – гору Народная, это уже через Коми. Сейчас решается вопрос, либо это будет просто бег по пересеченной местности, так называемый трейл-раннинг, либо, если поддержит Москва, настоящий этап Кубка России по скай-раннингу. Это такой способ передвижения при постоянном наборе высоты. Спрос на местности, достойный Интинского условия приема, как показал этот год, небывалый. Изначально, когда планировался Транс-Урал еще там в 2014-2015 году, как раз в плане районов проведения был 4-м этапом выбран как раз Полярный Урал. Но когда мы начали смотреть, как это можно сделать, начали изучать районы, начали смотреть места, лично для меня оказалось открытием, что на Приполярный Урал можно попасть. То есть, что гора Народная – это не просто какая-то глушь, а это действительно место, куда можно добраться. Напомним, наша республика впервые в своей истории принимала лидеров российского трейл-раннинга 2 недели назад.